Верховный суд Якутии огласил приговор по нашумевшему делу об убийстве Анастасии Сон. По факту убийства девушки осужден Аркадий Шепелев, 1975 года рождения, уроженец столицы республики. Об обстоятельствах этого дела знает почти каждый житель республики. В августе 2013 года родные и друзья девушки объявили о ее пропаже. Вскоре ее тело с явными признаками насильственной смерти обнаружили в районе мусорного полигона столицы республики. Продолжит тему Виталий Абрамов. Убийство более года считалось глухарем. Однако в правоохранительные органы обратилась девушка с информацией о ее изнасиловании 2 годами ранее. Способы совершения которого дали следователям основания полагать, что задержанный причастен к убийству Анастасии Сон. Кропотливая работа следователей и оперативных сотрудников полиции подтвердила их подозрения. Причастность 39-летнего ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупном размере жителя города Якутска была установлена. Сразу же после задержания Шепелев в ходе следственного эксперимента дал признательные показания. Так, он, подобрав голосующую девушку с улицы Кальвица, приехал с ней в район городской свалки по Вилюйскому тракту, где вступил с ней в половую связь. Однако в какой-то момент девушка высказала свое недовольство процессом и высказала о намерении сообщить обо всем органам. Это действие и стало для нее роковым. Потерял полностью нормальное мышление. И нож у меня находился в правой руке, получается. Я беспорядочно нанес ей несколько ударов. Таким образом, он нанес не менее 33 ударов ножом, после чего, выбросив вещи девушки, Шепелев уехал. Стоит отметить, что и при изнасиловании предыдущей девушки он использовал то же самое оружие. Нож, которым вы нанесли удары потерпевшей в данном месте, да, и нож, которым вы угрожали первой потерпевшей, в которой мы в предыдущем месте были, да, это один и тот же предмет, один и тот же нож или разные ножи? Один и тот же предмет. Это один и тот же нож, да? Но после смены адвоката подозреваемый сообщил, что эти признания – результат физического давления. Но подтверждения этому не нашлось. И сегодня Верховный суд республики вынес обвинительный приговор. Назначить Шепелеву наказание 22 года лишения свободы со штрафом по размеру 30 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, более 1,5 миллиона рублей, включая моральный ущерб. Подсудимый прямо в зале высказал свое недовольство приговором. Я не признаю ваш суд законным и вообще как могущий быть от имени Российской Федерации. Сторона защиты уверена, что ни одна экспертиза, кроме признания Шепелева, не указывает на его причастность. Адвокат же намерен подать апелляцию и, кроме того, высказал мнение, что убийство совершила женщина. 3 ножа было брошено, и мужчину будет наносить более 30 ударов, понимаешь, по разных телах. Для чего? С какой целью? Так она же изнасилована была перед смертью. Не доказано. Но сторону обвинения приговор вполне устраивает, хотя по данным статьям может грозить и до пожизненного. Да, наказание, считаю, назначено справедливое. Но более подробную оценку мы дадим после изучения, когда мы получим приговор суда на руки. В итоге суд приговорил Аркадия Шепелева к 22 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.